Сегодня проходит очень важное событие в Москве. Это международная научно-практическая конференция, посвященная защите жизни до рождения. И медицинское сообщество, которое здесь присутствует, мы вместе с ними обсуждаем как раз влияние аборта на здоровье женщины. Очень многие, к сожалению, до сих пор рассматривают аборт как чуть ли не средство контрацепции. В то самое время все врачи сегодня в унисон говорят о том, что не бывает безопасных абортов. И тот аборт, который называют бархатным абортом, а именно медикаментозный, когда с помощью таблеток женщина избавляется от ребенка, имеет такие же тяжелые последствия, как и хирургический аборт. Я рассказала сегодня об опыте Татарстана, где как уполномоченный по правам ребенка я выступила с инициативой о выводе абортов из частных клиник. Поддержал инициативу РАИС Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов, дал поручение соответствующее, поддержал министра здравоохранения республики, который с первых дней своей работы защищает жизнь до рождения. В результате мы провели большое совещание с владельцами и руководителями частных клиник, где я, как детский омбудсмен, обратилась к ним с просьбой о прекращении бизнеса на абортах. К счастью, наш призыв был услышан, и уже через месяц треть частных клиник республики заявили о том, что они прекратили делать искусственное прерывание беременности. Конечно же, нам нужно, чтобы 100% всех медучреждений, которые находятся в частном секторе, прекратили делать аборты. Это возможно при принятии федерального закона, который выводит аборты из частной медицины. А для этого, конечно, необходим федеральный закон. И в мае текущего года я обратилась в Госдуму, в профильный комитет по женщинам и детям с инициативой, с предложением узаконить эту норму уже в федеральном законе. Я уверена в том, что это будет сделано в ближайшее время, потому что и министр здравоохранения Российской Федерации, и руководитель комиссии по социальной политике при Госсовете России, это Андрей Никитин, поддержали данное предложение, потому что есть 4 важные причины, по которым аборты нельзя делать в частном секторе. Первая причина – это отсутствие полноценного доабортного консультирования, в результате которого 15 женщин из 100 решают сохранить беременность и родить ребенка. Следующая причина, очень важная, это отсутствие адекватной статистики, потому что нет нормальной отчетности участников. В результате у государства нет понимания всей картины происходящего. Также частные клиники рекламируют аборты, таким образом пропагандируют их как норму и не соблюдают неделю тишины, во время которой у женщины есть время одуматься, помириться со своим мужем, потому что бывает решение об аборте спонтанное, эмоциональное и не имеет ничего общего с истинными намерениями этой женщины и этой семьи. Также я уверена в том, что на законодательном уровне нужно вводить требования обязательного согласия супруга на аборт, если женщина замужем. Уверена в том, что многие на этом этапе тоже передумают, помирятся, и для мужчины это тоже очень важно знать, что его мнение имеет решающее значение. И также нам необходимо, конечно, в календаре вводить новый день, праздник. Это день защиты права ребенка в утробе матери на жизнь. Потому что когда говорят о правах женщины на свое тело, почему-то забывают о том, что ребенок – это не часть тела матери, это уже самостоятельный организм. И врачи говорят о том, что жизнь начинается именно с момента зачатия. Потому что у ребенка совсем другая группа крови, чем у матери. Бывает так часто. Вот у меня 4 детей, например, у 3 из них другая группа крови, чем у меня, и другой резус-фактор. У ребенка отдельная кровеносная система, а его сердце начинает биться уже на 6-й неделе от начала беременности, то есть после зачатия. В Венгрии, например, матерям, которые решили сделать аборт, в обязательном порядке дают послушать сердцебиение ребенка. Это тоже является таким важным отрезвляющим фактором, и женщина приходит в себя и решает ребенка родить, и это единственное верное решение. Что еще очень важно, чтобы наши дети, наша молодежь понимала, что ценность жизни превыше всего, и счастье невозможно без детей. И вот самые счастливые моменты у меня связаны
с рождением моих детей и самые счастливые дни, когда я узнавала о том, что жду ребенка. Как бы сложно ни было, какие бы препятствия не приходилось нам проходить, все это не идет ни в какое сравнение, когда мы ставим на одну чашу весов счастье материнства, отцовства, а на другую чашу весов свой комфорт, свои какие-то сиюминутные требования к жизни. Вообще самое настоящее счастье – это когда ты Бога чаще благодаришь, чем просишь. Вот как раз самый дорогой подарок – это жизнь, а дети – это то, что останется после нас. Ни карьера, ни какие-то наши достижения, не какие-то наши материальные накопления, а именно дети, которые после нас унаследуют эту землю. А татарской молодежи я хочу пожелать осознанности, особенно в таком важном вопросе, как рождение детей, потому что у нас, к сожалению, в соответствии с последней переписью населения, татар стало намного меньше, а увеличить это количество мы можем только обыкновенным путем, единственным, естественным. Если нас будет больше, а для этого нам нужно рожать детей, и чтобы каждая татарская семья стала многодетной. Я вам искренне этого желаю. А сегодня количество мер государственной поддержки, социальной поддержки семей с детьми растет. И я обещаю вам, что мы будем продолжать бороться за скорейшее принятие федерального закона о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи. В результате этого принятия каждая многодетная семья будет самой почетной, самой престижной по сравнению с семьями, в которых меньше 3 детей, и по сравнению тем более с теми, кто решил детей не рожать по каким-то своим идейным соображениям. Уважаемые молодые люди, уважаемые дети, уважаемая молодежь, вот знайте, что child-free – это однозначно зло. Не позволяйте никому запудрить вам мозги, не верьте тем, кто говорит, что дети – это абуза, что дети – это какое-то напряжение жизни. Дети – это самая большая радость. И, кроме того, дети – это наши учителя. И многие важные моменты я смогла понять только после того, как стала мамой, и после того, как стала со своими детьми разговаривать, потому что устами наших детей с нами говорит Бог. Берегите жизнь, берегите свою семью. Желаю вам тепла, домашнего очага, и чтобы каждый день вас радовал, и чтобы вы Бога чаще благодарили, чем чего-то у Него требовали. Искренне ваша, всегда с вами, с любовью, ваша уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, мама 4 детей.